В информационной системе управления проектами зарегистрировано 105 объектов капитального строительства, 73 завершены, 32 в стадии активного строительства. Об этом сообщил глава региона Махмуд Али-Калиматов в своем телеграм-канале. К системе подключены все государственные и муниципальные заказчики республики. В этом году Министерство строительства Ингушетии планирует возвести 25 объектов. Калиматов выразил уверенность, что цифровизация поможет выполнить эту задачу качественно и в срок. Он также отметил, что внедрение цифровых технологий сделает процесс строительства более эффективным, прозрачным и контролируемым. С 9 по 15 сентября Ингушетия впервые примет Всероссийский фестиваль «Готов к труду и обороне» среди студентов. Участие в нем примут около 400 молодых людей из разных уголков страны. Чтобы ознакомиться с площадками проведения ГТО, в регион приехали представители Федеральной дирекции спортмероприятий. Соревнования развернутся в спортивно-тренировочном центре «Мужичи», детском оздоровительном лагере «Эрзи», на футбольной арене в Назране и в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Бея Лидзаурова в Сунже. В программе фестиваля выполнение нормативов комплекса ГТО по разным дисциплинам: наклон вперед, поднимание туловища, прыжок в длину с места, бег, плавание, метание снарядов и стрельба. Организаторы Всероссийского фестиваля — Министерство спорта России совместно с Минспорта Ингушетии. Начались археологические раскопки на территории башенного комплекса Герити, сообщает школа каменщиков-реставраторов наследия в своем телеграм-канале. Проект реализуется совместно с археологическим центром имени Крупнова при финансовой поддержке представителей тейпов Султыговых и Тимурзиевых. Работы начнутся с археологических исследований. После специалисты рассмотрят вопрос о реставрации или консервации комплекса. С 1 сентября этого года все операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка. Так, при входящем вызове на экране своего телефона человек увидит наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категорию вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего. Эта мера – часть системной работы правительства по защите граждан в цифровой среде. В начале этого года был принят первый пакет мер против мошенников. Он включает порядка 30 инициатив, в том числе маркировку звонков от организаций. Первый завозной случай лихорадки и чикунгунья выявлен в этом году в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Заболевший прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение в состоянии средней степени тяжести. В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии рисков распространения инфекции в стране, поскольку чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в России не представляет опасности. Мат-капитал на первого ребенка хотят перестать индексировать. Освободившиеся деньги предлагают направить на увеличение мат-капитала за второго малыша. Сейчас мат-капитал за первенца составляет 690 тысяч рублей, а за второго ребенка – 222 тысячи. С инициативой выступили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Там объясняют, что нынешнее соотношение не стимулирует рождаемости. Выплату на второго ребенка предлагают сделать больше, чтобы мотивировать россиян рожать второго малыша. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий ввести административную ответственность для теплоснабжающих организаций за неустранение нарушений перед началом отопительного сезона. Законопроектом предлагается дополнить статью 9.24 КоАП частями 6, 7 и 8, согласно которым за неустранение выявленных недостатков в установленные сроки штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей, для юридических лиц штраф от 5 до 10 тысяч. Законопроект также устанавливает ответственность должностных лиц за нарушение сроков утверждения схем теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов и несвоевременное размещение информации о проведении публичных слушаний или протокола по итогам их проведения.